Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Еще 49 человек заболели коронавирусом в республике, больше всего заболевших в Якутске. Максимальные уровни воды ожидаются на реке Лени. Сенокосные угодья могут оказаться под водой. Облачная поликлиника. Как работает сервис и с какими трудностями сталкиваются пользователи. Ситуация с лесными пожарами в Среднеколымском районе стабилизируется. Об этом сообщают в администрации района. В село Сватай сегодня прилетел вертолет для борьбы с огненной стихией. Он также доставил огнеборцев, средства тушения и продукты питания из Среднеколымска. Прямой угрозы для населенного пункта нет. Также тушение пожаров проводится на территориях сел Алеккёль и Эбях. Напряженно остается ситуация в селе Соболох Момского района. Напомню, там из-за лесного пожара пострадали линии электропередач. Сейчас в населенном пункте работают 25 добровольцев и 2 единицы техники. В Бор-Сысы ситуация стабильная, однако в 13 километрах от села возник еще один очаг. Туда направили группу из 15 человек. Максимальные уровни воды на реке Лени ожидаются с 1 по 3 августа. Сенокосные угодья в ряде районов республики и Якутске могут оказаться под водой. На участке реки Лены Витим-Нюя в пределах Ленского района наблюдается суточный спад уровней воды с интенсивностью от 20 до 80 сантиметров. Вследствие выхода волн дождевых паводков с рек Витим и Алекма на реке Лени в пределах Алекминского и центральных районов продолжается подъем уровней от 15 до 85 сантиметров за сутки. У гидропоста Мача отмечается максимальный уровень, где общий рост составил 3,4 метра. В ближайшие сутки двое максимумы ожидаются на участке Алекминск-Солянка, и дополнительный рост составит 60-80 сантиметров. У гидропоста Эльдикан в ближайшие сутки ожидается формирование максимума дождевого паводка, и дополнительный рост составит 5-10 сантиметров. В Якутии за сутки коронавирус выявили у 49 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в столице региона – 39 человек. Один новый случай выявили в Верхневилюйском районе, по 3 в Ленском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах. За последние сутки выздоровели 48 человек. Глава Якутии Сын Николаев во время брифинга по эпидситуации в очередной раз напомнил жителям региона о важности соблюдения санитарных мер. И оперативным штабам на местах, и руководителям предприятий, да и в целом жителям республики, конечно, надо еще раз под самоограничениями, скажем так, да, достаточно серьезно работать. Поэтому мы надеемся, что все-таки ситуация начнет постепенно улучшаться, хотя мы не исключаем таких локальных скачков, но таких вот, как были раньше, когда там у нас сотни и больше людей заболевало, конечно, такого уже не будет, мы очень на это надеемся. Вместе с тем, вот локальные скачки, связанные с заражениями такими внутри районов, они, конечно, к сожалению, пока еще у нас наблюдаются. В Нюрнбергской тайге спасатели отыскали заблудившихся пенсионеров. К слову, это далеко не первый подобный случай на юге Якутии. Подробности у Александры Цыбиковой. 70-летняя женщина и ее сын-инвалид 52 лет днем 23 июля пошли по ягоды и заблудились. Звонок от пенсионерки поступил на пульт оперативного дежурного Нюрнбергского поисково-спасательного отряда в 20:20. Поиски были организованы веерным способом. Спасатели-волонтеры начали прочесывать лесной массив. В кромешной темноте под сильным ливнем в 10 часов вечера пропавшие были обнаружены в километре от поселка Беркакит. Происшествия продолжаются. Потерялась девочка в районе Чульмана, тоже обнаружили успешно. И на сегодняшний день очень сложным мероприятием было для отряда это эвакуация пострадавшего в районе смотровой площадки Ремезе, это старый город. Значит, немножко неправильную информацию нам дали в панике. Мы вечером прибыли по звонку на место происшествия и обнаружили, что внизу на острове находится пострадавший мужчина 32 лет. Употреблял алкоголь, полез на дерево, почувствовал себя Маугли
и с высоты примерно 5 метров упал спиной вниз. Повреждения были очень серьезные. Переломы таза, ребра, бедренной кости и пневмоторакс средней степени. Решением отряда стала транспортировка пострадавшего до ближайшего места, куда можно подойти на лодке. В 23 часа его передали сотрудникам скорой помощи. Чтобы не стать героем подобных сводок новостей, не пренебрегайте мерами безопасности, не злоупотребляйте алкоголем, а перед выходом в лес проверьте заряд мобильного телефона. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нирингри. В Якутии пройдут ливни и грозы с порывистым ветром. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Ленском, Алекминском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском районах, а также в Якутске и его окрестностях ожидается дождь, местами сильный, местами с грозой. Порывы ветра могут достигать 9-14 метров в секунду. МЧС рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности, автоводителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Капризам погоды не рады. Вот уже 6-й год жители дома на Советской 13/1 в Мирном борются с протечкой кровли. После дождей вода проникает прямо в квартиры. Очередной ремонт не помогает. Что говорят подрядчики и изменится ли ситуация в ближайшие дни, узнавала Иванна Филиппова. Я сюда ставлю, вот, я же говорю, что я вот так хожу, где на меня капнет, там ставлю. Вот уже 6-й год 89-летняя Ефросиния Яковлева борется с протечкой кровли. Ведра и тазики расставлены по всей квартире. Воду приходится сливать по несколько раз в день. У пенсионерки больные суставы, в доме холодно и сыро. О том, насколько тяжело старому человеку, догадаться несложно. Из администрации, из города приходили. Посмотрят, все сделаем. Что-то сделают. Маленько не потечет, на следующее лето опять начинает течь. И вот так уже и заявление писали, и все на свете, и уже устали. Жители дома на Советской не раз обращались в управляющую компанию. По их словам, потопы происходят регулярно. Затопила раздевалку в 2018 году. Меня потопило вещи. Муж подарил мне шубу, которую я ни разу не одела, норковую. И хотелось бы, конечно, чтобы капремонт наш с 2018 года сделали перерасчет. Потому что мы делали все за свой счет, устраняли все неполадки. После проливных дождей вода просочилась в электрощит. На момент съемки из-за короткого замыкания в квартирах 8 и 9 этажа 3-й день отсутствовал свет. В этом доме ремонтные работы не проводились давно. Жители говорят, бесполезно. Потому что каждый год протекает крыша, видите, вот везде разводы, постоянно капает. И воздух буквально сырой, вещи прилипают. И в таких условиях живут жители 8-9 этажа. По словам коммунальщиков, причина протечки – неисправность ливневой канализации. В этом году за ремонт кровли взялась одна из строительных компаний, которая еще в мае этого года заключила договор с фондом капитального строительства. Провели обследование кровли, установили причины. Согласно проектно-сметной документации, по данному адресу планируются работы по ремонту мягкой кровли и ливневой канализации. К работам мы планируем приступить в ближайшие дни. Как вы понимаете, погода в данное время не самая подходящая для проведения таких работ. Окончание работ в первых числах августа. На сегодня подрядчики устранили протечку. По их словам, они вскрыли ливневую канализацию, заменили старые трубы. Далее планируют провести полный ремонт мягкой кровли. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Компания «Нордголд» выделила 1 миллиард 400 миллионов рублей на расширение автопарка рудника «Гросс» в Алекминском районе. В этом году золотодобывающий рудник пополнился 5 самосвалами, 2 экскаваторами и 1 буровой установкой. Кроме того, в настоящее время ведется закупка вспомогательного автотранспорта, топливозаправщиков на базе КАМАЗ, который позволит оперативно заправлять автотехнику на выезде. Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов накануне во время брифинга в Москве. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить наших детей и учителей.
Также Сергей Кравцов добавил, что с 1 сентября школьники начальных классов начнут получать горячее питание, а классные руководители – дополнительные выплаты в размере 5000 рублей. При этом никакие дополнительные региональные и муниципальные выплаты не будут отменены. В Якутии с конца мая запустили телемедицинскую систему «Облачная поликлиника». Сервис дает возможность дистанционно консультироваться с врачом. К реализации проекта привлечены специалисты всех медицинских учреждений республики. О том, как работает программа и с какими трудностями сталкиваются ее пользователи, узнавала Агафья Гоголева. Утро, это Артем Константинович. Давайте продолжим с вами наш реабилитационное мероприятие, комплекс дыхательных упражнений. Вспоминаем. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки у нас свободные. Вспоминаем, да? Дыхание у нас какое? Вдох через нос. Пациенты с диагнозами подозрением на COVID-19 получают онлайн-консультацию, не выходя из дома. Теперь это стало возможно благодаря приложению «Облачная поликлиника», которую можно установить на компьютере или телефоне. Данная пациентка в мае месяце перенесла инфекцию. Сейчас она жалуется на остаточные явления в виде кашля, в виде одышки и скудно отделяемые мокроты. На сегодняшний день это у нас 7-й сеанс. Пациентка сама обучена выполнять комплекс дыхательной гимнастики, диафрагмального дыхания. Также она расширила свои бытовые навыки. Приложение «Облачная поликлиника» доступно для скачивания в App Store и Play Market. Для его использования требуется авторизация через портал госуслуг. В установке и работе программы пользователи столкнулись с некоторыми трудностями. Трудности в установлении приложения на телефон, со слов наших пациентов. У кого старые телефоны, у кого нет госуслуг, и приложение скачивается со второго раза, скажем так. В общем, все идет нормально. По мнению специалистов, одним из обязательных требований работы облачной поликлиники является качественное интернет-соединение. По вопросам технической поддержки граждан просят звонить по номеру 506-128. Часто встречаются проблемы, что граждане не помнят свои пароли от учета госуслуг. И желательно при консультации использовать гарнитуру, наушники и микрофон. Программа каждый раз дорабатывается и становится лучше для использования. Власти Якутии планируют и дальше развивать данную платформу. В будущем приложением смогут воспользоваться и пациенты, состоящие на диспансерном учете. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. К этой минуте у меня вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.